Селям алейкум, здравствуйте. Главные итоги 2018 года подведем сегодня с председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Ленуром Абдурамановым. Селям алейкум, Ленур Азизович. Алейкум селям, добрый вечер. Для нашего региона по инфраструктурному развитию главным ключевым документом является федеральная целевая программа. Решением правительства она была продлена до 2022 года. Что это для нас означает и какой объем работ был выполнен по линии ФЦП в 2018 году? Безусловно, после того, как мы присоединились к Российской Федерации, и главным основным моментом и проблемным то, что оставалось более 23 лет в составе Украины, это же, конечно, максимальное улучшение качества жизни и обустройство мест компактного проживания депортированных граждан, что в свою очередь, конечно, было на протяжении долгих лет своего рода местом, где политики делали свое, как говорится, получали свои политические бонусы или постоянно вводили людей в обещания перед разными рода предвыборных различных кампаний. И, конечно же, стало очевидным и сразу ясным и понятным после того, как после присоединения к России правительством Российской Федерации была утверждена федеральная целевая программа, которая предполагалась сначала до 2020 года, с 15 по 20, а потом, мы знаем, чуть позже, в этом году ее продлили до 2022 года. И, конечно же, учитывая то, что уровень обустройства мест компактного проживания даже не дотягивает среднего уровня по Российской Федерации, на сегодняшний день ясно и понятно есть комплекс мероприятий, который необходим будет решать в этой связи. Таким образом, сразу же было выделено из федерального бюджета более 10 миллиардов рублей, которые были направлены на те или иные мероприятия. То есть это как и площадные строительные объекты, это строительство домов, садиков, дошкольных и школьных образовательных учреждений, и также и линейных. То есть это обустройство сетей газоснабжения, канализации, свет и вода. И на сегодняшний день эта программа успешно, на мой взгляд, все равно, как бы не было бы сложностей, какие проблемы не возникали, все равно она идет, она планово реализуется. Да, можно отметить, что с какими-то все-таки отклонениями, конечно, есть по каким-то, но в целом, с учетом того, что и глава максимально держит руку на пульсе в реализации этой программы, и каждый из нас, кто ответственным по этим направлениям, конечно, сегодня также ведет свою работу. И поэтому в этом году мы уже видим, что порядка 10 объектов уже у нас, из которых 9 линейных объектов уже сдались даже уже, и сейчас идет процедура, значит, все-таки принятия на баланс ресурсоснабжающими организациями. Недавно мы были свидетелем открытия детского садика на микрорайоне Фонтаны города Симферополя. Поэтому плановая работа ведется, и те 238 мест компактного проживания, которые у нас в целом мы по своей статистике произвели в республике, на сегодняшний день по предложениям муниципальных образований были сформированы все эти мероприятия. Таким образом, я хотел бы сказать, что на начало реализации этой программы, в самом начале, как бы 74 объекта в целом было по предложениям муниципалитетов включены в реализацию. Кроме того, на сегодняшний день мы активно еще сейчас совместно с муниципалитетами, где большое количество нуждающихся и очередей, мы также проводим работу по строительству дополнительных домов в муниципальных образованиях, в том числе, вот, допустим, сейчас мы уже четко понимаем, что в Феодосии мы еще 2 дополнительных дома будем строить. Что касается инфраструктурных объектов, то очевидно, что речь идет о большом строительстве и о больших деньгах. В связи с этим, безусловно, чрезвычайно важно максимально внимательно следить за ходом строительных работ, за качеством этих работ и, безусловно, за эффективностью расходования бюджетных денег. Как ведется контроль, как вы выстраиваете работу с подрядчиками и как вы, собственно, какие меры принимаете по отношению не к совсем добросовестным подрядным организациям? Да, совершенно верно. От того, насколько будет выстроено четко и будет достигнут результат, конечно же, зависит от того, насколько вы четко выстроите работу и по достижению поставленных целей, да, и задач. Поэтому в этой части, если мы рассматриваем вопросы федеральной целевой программы, Государственный комитет является ответственным исполнителем. И функция непосредственно комитета – это же, конечно, координация всех заинтересованных сторон. И, то есть это
заказчиков, кто является заказчиком по тем направлениям, кто является исполнителем, кто является подрядчиком. И вот именно наша функция заключается в том, чтобы мы четко видели координацию взаимодействия между всеми этими, как говорится, субъектами, реализующими данные, любой из этих объектов. И в случае выявления каких-то проблемных вопросов на постоянном системе мониторинга мы должны разрешать эти системы. Поэтому в этой части у нас ежемесячно проходят контрольные совещания на нашей площадке в комитете, по которым мы рассматриваем индивидуально по каждому району и по каждому муниципалитету, по всем, без исключения, объектам, кто как на какой стадии рассматривается. Есть возможность как подрядчикам, как и всем докладчикам по этим совещаниям, а это, как всегда, координация лежит на администрации городов и районов, которые четко должны на местах, как бы то ни было, но четко мониторить ситуацию, поскольку отношение администрации к тому, что это не наши объекты, и мы их не реализуем, это абсолютно неправильно. Я постоянно об этом говорю, что я не согласен с этим, поскольку любой руководитель района или города напрямую заинтересован, чтобы максимальное количество социальных объектов строились в их муниципалитетах. Это большая задача, это улучшение качества жизни, это обустройство населения, это уменьшение всех проблемных вопросов относительно квартирного учета. И поэтому вот в этой части администрация очень большую роль имеет. И, конечно же, есть возможность каждому без исключения доложить о проблемных вопросах. То есть, если это существуют вопросы относительно ресурсоснабжающих организаций, где-то подключение, где-то проводка, либо где-то кто-то на каких-то первоначальных этапах столкнулся с вопросами, допустим, касающихся ведения ресурсоснабжающих организаций, мы должны непосредственно сразу же это рассмотреть. И по итогам наших протокольных совещаний мы, конечно же, даем поручение, что для устранения со всеми сроками и контролями. Кроме того, я сам непосредственно выезжаю на площадные эти все объекты и сам мониторю ситуацию по всем объектам. А вызывает ли у вас обеспокоенности какой-то из объектов ЭЦП? Да, вот у нас, конечно же, был ряд вопросов. Мы не раз уже собирались и по Дарийским нашим объектам очень сложным. Там оказалась такая ситуация именно со строительством школы и детского садика. Хотя первоначально все было задумано и вроде как правильно реализовано. Однако с нас это не снимает никакой ответственности, и наша максимальная задача все-таки закольцевать, такую, как так сказать, всех заинтересованных сторон, и поэтому мы сегодня максимально над этим работаем. Но вот поэтому для альтернативы, вот есть и части вы затронули этот вопрос, в Евпатории мы сейчас уже альтернативно начинаем строительство. Вот. Кроме того, хочу отметить, что очень эффективным и действенным является работа общественниками с нашими. Поскольку есть активные наши деятели, которые в местах компактного проживания очень хорошо ведут работу с населением и очень обеспокоены, когда те, неравнодушны, даже не то, что обеспокоены, а неравнодушны к тем объектам, которые реализуются на территории их мест компактного проживания. И поэтому совместно с ними мы напрямую, выезжая и ставя задачи о тех проблемных участках, которые должны быть выполнены, напрямую они нам уже, конечно же, в этой части дают обратную связь. И только если они нам говорят, что, Ленур Азизович, там все, работы идут по плану, работы идут в соответствии с дорожной картой, мы четко понимаем, что население тоже проинформировано и хотя бы понимает о том, насколько и когда будут устранены те проблемные участки, которые возникли в местах компактного проживания. Ленур Азизович, у Госкомнадза 3 подведомственных учреждения. Это государственная телерадиокомпания, медиацентр имени Гаспринского и Дом дружбы народов. С какими показателями завершили 2018 год эти структуры? Должен сказать о том, что, конечно же, этот год был непростым. И с самого начала, как только я приступил к своим обязанностям, я максимально погружался в работу всех наших подведомственных учреждений. Поэтому в первую очередь я хотел бы поблагодарить всех наших руководителей, которые на протяжении этого времени совместно выполняют те поставленные задачи, которые стоят перед нами и как перед республикой, и перед руководством республики, стоит перед нами по выполнению тех заданий государственных, которые в конечном итоге должны быть реализованы на благо наших крымчан. Так вот, если говорить о работе, то, например, наше издательское направление, которое ведет и руководит уже наш новый руководитель медиацентра имени Гаспринского Сайде Абликимовна, то это тоже совершенно новый человек, который столкнулся с теми вопросами, которые необходимо будет реализовывать. И на сегодняшний день все те задачи, которые были поставлены, а это плановая реализация 3,5 миллионов на издательство
художественной литературы, издательства книг, иных материалов, они в конечном итоге уже подводятся к концу. В этой части успешно вся работа проведена, и поэтому говорить о том, что мы нацелены на следующий этап, для того, чтобы это еще все лучше было реализовано, конечно же, есть. И в этой части именно наш медиацентр, конечно же, сегодня каждый видит, насколько максимально мы сегодня проводим издательские мероприятия на всех родных языках народов Крыма, которые сегодня проживают в республике. Что касается нашей работы с нашими национально-культурными автономиями, так вот сегодня каждому есть возможность реализовать те проекты, которые у них сегодня есть. Это издательство, это проведение каких-то мероприятий, это обсуждение на экспертном уровне каких-то наших круглых столов, посвященных памятным датам каким-то. Поэтому наши площадки открыты, мы готовы всегда для обсуждения. Наше молодое телевидение сегодня, вы видите, как динамично развивается, и сегодня мы свидетели все того, насколько яркие наши молодые ребята готовы изучать, стремиться. Я уже не раз говорил о том, что работники телеканала постоянно находятся на острие, максимально оперативно освещают события, которые происходят у нас в республике и за ее пределами. А сегодня очень четко видно то, насколько развивается канал, и мы видим, какое сегодня есть и возможность, и оборудование, которое сегодня есть на телеканале. Самое главное, выстраивается команда, которая готова работать и максимально освещать все новостные события. Поэтому в этой части у нас тоже есть и помощь со стороны руководства, со стороны правительства, которое постоянно нам оказывает возможность финансирования данного телеканала. Ну и, конечно же, чтобы он успешно развивался. Кроме того, большой блок нашей работы занимает, конечно, Дом дружбы народов. Это такое очень, можно будет сказать, интересная площадка, тем более мы всегда с опытом на другие субъекты республики смотрим на то, как в других республиках эта площадка и эти направления очень серьезно развиваются. Хотелось бы отметить, что как раз-таки вот на примере Дома дружбы народов очень важно отметить, как идет межнациональное согласие, которое позволяет также на площадках Дом дружбы проводить все различные мероприятия. Тем более я хотел бы отметить о том, что мероприятие, которое проводит сегодня наш Дом дружбы народов, оно нисколько даже не уступает мероприятиям, которые проводит Министерство культуры, да и вообще в ряде субъектов Российской Федерации, которые проводят, то есть на должном уровне, я хотел бы сказать. Кроме того, большое идет финансирование, значит, по программным финансированиям на текущий год и в этом году на мероприятия, которые мы непосредственно помогаем нашим национально-культурным автономиям проводить те или иные мероприятия, как и траурные даты, а также и все различные праздничные мероприятия. Вы были свидетелем того, как мы проводим большие национальные праздники, того же Хадырлеза, весеннего нашего праздника, который уже проходил в этом году на новой площадке, однако это нисколько не помешало, и как воедино все народы отдыхали в этот день. Конечно же, еще хотелось бы отметить о том, что продолжается работа по пошиву костюмам нашим и муниципальным образованием для предоставления нашим творческим коллективам. Поэтому плановая работа идет, и надеюсь, что мы будем максимально еще и усиливать и развивать эти направления. В течение всего 2018 года Госкомнацией вами лично проводился прием граждан, плановый прием граждан, в том числе и на выезде. Это действительно важно в связи с тем, что это личное общение с людьми и непосредственное знакомство с теми проблемами, с которыми им приходится сталкиваться. Если систематизировать весь этот опыт, то с какими проблемами чаще всего обращаются наши граждане и как Госкомнация оказывает помощь и содействие? Конечно же, прием граждан — это такое, можно сказать, одно из тоже самых важных вопросов, поскольку когда граждане приходят и обращаются за той или иной помощью, мы понимаем и системно понимаем, какие вопросы системно решаются, какие являются действительно индивидуальными вопросами, по которым граждане в индивидуальном порядке к нам приходят. Зачастую, конечно же, большую часть вопросов на прием граждан занимает это обустройство. Это жилищные вопросы, конечно же, вопросы, касающиеся оформления гражданства, но что уже в меньшей степени ждет, потому что в данном направлении мы уже начали разрабатывать и больше прорабатываем этот вопрос. Конечно же, что касается обустройства дорог, мест компактного проживания, газификация, все различные вопросы. Очень важно, чтобы, я уже не раз об этом отмечал, о том, что многая часть вопросов для заявителей
Достаточно бывает просто дать какую-то консультацию, может быть, даже юридическую, а в некоторых случаях вообще совершенно просто указать даже вектор, то есть направление, в котором можно человеку разрешать эту ситуацию. Конечно же, имея чиновничий ресурс административный и какой-то иной, есть возможность помогать людям, а иногда это просто даже зависит от того, насколько коммуникации между администрациями и внутренними структурными подразделениями даже в разрешении тех или иных вопросов есть. Поэтому максимально, конечно же, оказываем и всегда своим специалистам говорю о том, чтобы каждый получал обратную связь от заявителя, чтобы понимать, действительно ли дошла ли проблема до логического его конца и действительно ли человек получил то, зачем обращался. К сожалению, для определенной части реабилитированных граждан по-прежнему одной из самых острых является проблема отсутствия жилой площади. В связи с этим Госкомнадз реализует программу приобретения жилья для таких людей. Скольким людям удалось помочь за 2018 год? Да, хотелось бы отметить, что как раз вот это направление, которое вы затронули, не каждое ведомство может им похвалиться. И то, что действительно нам удается уже с 2015 года реализовывать ряд мероприятий, которые на сегодняшний день до того, как мы будем реализовывать в конечном этапе федеральную целевую программу, в течение этого времени позволит уже уменьшать очередь получения нуждающихся на жилье. И вот мы уже с уверенностью говорим о том, что с 2015 года на сегодняшний день, с учетом того, что в этом году будет еще реализовано 80 миллионов вообще в этом году также планово было выделено на приобретение жилья, на выкуп жилья. С учетом реализации этого порядка, который ежегодно уже комитетом нашим реализовывается, уже порядка 500 семей, включая 2018 год, будут обеспечены собственным жильем. Это в большей степени, конечно, и позволяет нам уже уменьшать, а уже у нас есть такие муниципалитеты, которые планово закрывают вообще очередность в своих муниципалитетах. Вот у нас уже, я не раз об этом говорил, город Армянск, он уже по итогам этого года, конечно же, закроет вообще очередность. Кроме того, у нас было недавнее совещание с Советским районом. Мы точно так же там видим тенденцию на уменьшение, то есть уже еще год и два, и как бы будут закрываться эти очередя. Это очень важный момент, поскольку людям уже есть сейчас возможность приобретать это жилье. И то есть это такое, наверное, одно из хороших исключений, которое позволяет сегодня нам выполнять поручения правительства на улучшение качества и вообще улучшение жилищных условий наших крымчан. Кроме того, конечно же, у нас также успешно идет работа, и в этом году без исключения были также 19 миллионов нам направлены на мероприятия, направленные на предоставление материальной помощи на завершение строительства индивидуальных жилых домов. И, конечно же, в этой части у нас тоже в этом году, с учетом всех наших мероприятий, мы тоже ожидаем порядка 90 семей получат такую материальную помощь, которая позволит, конечно же, также улучшить жилищные условия. Речь идет о единовременной денежной помощи. Она направлена только на строительство или на другие нужды реабилитированных тоже? Эта программа позволяет реабилитированным гражданам, либо им родственникам при подтверждении получить материальную помощь на строительные материалы, которые позволят создать минимальные условия для того, чтобы семья могла въехать в жилище. То есть это 1-2 комнаты, санузел, кухня, ну и прихожая комната. А скольким семьям помогли вот по этой программе, по этому плану, по единовременной денежной помощи? В этом году порядка 95 человек. Угу. Ленур Азизович, Госкомнадз курирует также процесс выделения земельных участков для тех граждан, которые находятся в реестре. Сколько участков таких было выделено за 2018 год и существуют ли какие-то сложности вот по данному блоку? Да, это один из сложных и серьезных вопросов, с которым, конечно же, я столкнулся в своей работе и вообще, когда только приступил к работе в Совет, это главная, наверное, одна из приоритетных задач, которая стояла передо мной, которую мне поставил глава республики Сергей Иванович Аксенов. И здесь нужно было очень системно и точно сначала понимать вообще, насколько этот вопрос сформирован правильно и как он идет и будет реализовываться в итоге. Конечно же, мы столкнулись с рядом вопросов, которых необходимо будет раскрыть, поскольку все понимаем, что касаясь любой поляны протеста, так называемой, которая создана сегодня в республике, она очень накалена и очень тревожна, поскольку люди уже на протяжении с украинского периода больше 10 лет, 15 лет это был предмет всегда торга,
предмет каких-то спекуляций. Более того, это вообще превратилось в коммерческую какую-то линию, и поэтому у тех людей, которые действительно нуждаются, совсем этот вопрос остро стоит. И наша самая главная задача, чтобы все было справедливо сделано, чтобы действительно те люди, которые изначально стоят на этих полянах протеста, в итоге, не минуя законодательное право или не минуя те права, те нормы, которые сегодня регулируют это направление, в итоге получили свои земельные участки. На сегодняшний день мы системно совместно с Министерством имущественных и земельных отношений, с муниципалитетами, с Государственным советом, который регулирует это направление, планово обсуждаем эти вопросы. И я думаю, что уже в ближайшее время вы будете свидетелями того, насколько уже наконец-то пройдет прорыв в этом вопросе. Ленур Азизович, еще с 2017 года длится такая не очень лицеприятная история, связанная с общежитием «Звездочка» в Ялте. Давайте напомним нашим телезрителям, в чем там суть проблемы и как решается этот вопрос. Да, действительно, при формировании федеральной целевой программы строительство 120-квартирного дома в городе Ялта для отселения жителей, так называемой «Звездочки». Это было исключение, наверное, из правил, и именно была сформирована программа конкретно под отселение этих жильцов. И с начала 2018 года я столкнулся с вопросом о том, насколько администрация города Ялты не совсем ответственно подходит к решению этих вопросов, поскольку мы ставили вопросы, первоначально были прописаны все дорожные карты, все необходимые мероприятия с заинтересованными сторонами. Однако при контроле выполнения этих мероприятий мы видели, что всяческим образом находились какие-то причины, которые не давали бы нам идти вперед в решении данного вопроса. Но мы, как всегда, понимаем, если человек не хочет, то он найдет тысячи причин для того, чтобы этого не делать. И тогда на постоянной основе я неоднократно выезжал в город Ялта, инспектировал саму эту звездочку. Было проведено ряд совещаний, были даны ряд поручений. Мы совместно отрабатывали план мероприятий. На сегодняшний день уже есть четкое понимание у администрации по сложившейся квартирному учету этих граждан, по их регистрации. В этом вопросе очень тоже важно, и мы акцентируем на том, чтобы там также не появились фейковые люди, как говорится, которые не имеют никакого отношения, но которые периодически из регистрации нахождения в звездочке делали себе постоянно возможность на получение жилья или их родственники. Поэтому здесь есть уже четкое понимание по проведению, это 19-20 год, финансы уже на проектирование есть у администрации, они об этом уже отчитались, и сначала до конца года они уже вывешивают информацию о торгах. Планово мы уже имеем земельный участок, наконец-то, потому что очень долго с этим еще были спекуляции на том, в каком земельном участке есть. Поэтому уверен, что эта программа все равно будет реализована, а мы будем на этом держать очень серьезный контроль. Ленур Азизович, совершенно очевидно, что в современных реалиях очень важно выстроить эффективную систему взаимодействия всех ветвей власти. Особенно важно держать в тонусе муниципалитеты. Как вы в целом можете охарактеризовать взаимодействие с регионами Крыма? Да, конечно, как говорится, все мы несовершенны, но стремимся все-таки создать очень совершенную систему взаимодействия между органами исполнительной и муниципальной власти, а также с общественными объединениями. И поэтому ежедневно, конечно же, мы думаем о том, насколько, чтобы это была не забюрократизированная система, но и максимально эффективна и проста была для того, чтобы в итоге все те цели, задачи и мероприятия, которые мы ставим перед собой, максимально эффективно были реализованы. Поэтому мы на постоянной основе сегодня, конечно же, ведем с муниципалитетами нашими работу, с нашими представителями и структурными подразделениями межнациональных отношений в структурах муниципальных образований, в системе администрации. Сегодня, я вижу, есть здоровый и профессиональный подход уже очень многих ребят, которые действительно понимают, как необходимо работу выстраивать. Тем более сегодня с первых дней я максимально дал всем понять о том, что комитет открыт, комитет готов обсуждать любые начинания, любые проблемные вопросы. И сегодня можно свободно попасть и ко мне на прием, и попасть в наш комитет для получения каких-то какой-то методической помощи, да и вообще для обсуждения всех соответствующих, сопутствующих проблем каких-то. Поэтому у нас это выстроено на постоянном мониторинге
То есть все те наши внутренние комитетные структуры, которые направления ведут по межнациональным отношениям, по реализации ФЦП мероприятиям, иным каким-то вопросам, мы четко сегодня мониторим ситуацию, и наши коллеги всегда на системе оповещения друг друга, какие существуют проблемы. Кроме того, ряд мероприятий, такие как там, мобильные группы у нас есть, которые сегодня тоже планово решают эти все вопросы. Да, кстати, вот вы упомянули про мобильные группы. В 2018 году в ходе ваших совместных с депутатом Государственной Думы Русланом Бальбековым визитов в регионы речь шла о формировании вот о тех самых мобильных группах, которые должны стать такой цепочкой взаимодействия между населением и между органами власти. Насколько заработал этот механизм? Да, я тоже думаю, что все-таки это очень интересный, действенный и необходимый был в свое время модель формирования этих мобильных групп. И я точно так же стоял у истоков. И тогда для меня было понятно, что действительно это своевременно, и это не должно быть разово, а эта работа должна системно так дальше продолжаться. Поэтому на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что работа этих мобильных групп продолжается. Значит, если мы напомним, то они создавались в сложный период, когда действительно необходимо работать с населением, и все члены этих мобильных групп, это и представители МВД, и духовные лидеры, и работники администрации, и общественники, совместно тогда прорабатывали все механизмы для того, чтобы максимально населению оповещать и проводить работу по той проблематике, когда она создавалась. Поэтому на сегодняшний день эта модель совершенно в каком плане? Она работает, и мы продолжаем в этом направлении. И я думаю, что сейчас еще максимально, поскольку все-таки есть моменты, когда все-таки наши крымчане где-то в отдаленных, может быть, районах, где идет мало работа по оповещению и вообще тех мероприятий, которые в республике реализуются. А мы максимально должны географию свою закрывать. И, конечно же, каждый крымчанин, вне зависимости от национальности, вероисповедания, он должен понимать, что сегодня делает республика, что сегодня делает правительство, и когда и в какие сроки, и при каких правилах он может реализовать то или иное право на получение или улучшение своих жилищных или иных каких-то социальных условий. Госкомнадзом совместно с депутатом Государственной Думы Русланом Бальбековым был поставлен вопрос о передаче ДУНК и Симферопольской крымской епархии правоустанавливающих документов на культовые сооружения. Почему это важно для нашей республики? Да, по данному вопросу тоже уже хотел бы сказать, что мы уже тоже подошли к нему системно, и буквально периодические консультации наши с коллегами из Духовного управления мусульман Крыма. На сегодняшний день, планово имея дорожную карту со всеми сторонами ответственными и со сроками, мы уже имеем системный подход в решении данного вопроса. В части, касающейся необходимости, да, конечно же, это очень важно, и это, наконец-то же, можно было бы так отметить, что это правильный ход или правильное решение о том, чтобы все культовые объекты, которые сегодня в республике есть, как говорит Руслан Исмаилович, входили в каноническое, централизованное управление, были все едины в Крымской епархии, либо Центральным управлением духовных мусульман Крыма. Поэтому это позволит систематизировать все, это позволит привести в соответствие все документальные, все необходимые мероприятия для того, чтобы в итоге системно и правильно все было оформлено. Я думаю, от этого никому хуже не будет, только будет правильно, и тогда мы уже будем понимать, в каких направлениях необходима государственная помощь, в каких направлениях меценаты могут помогать. Да и вообще в целом, когда, как говорится, наведен порядок, так проще. Ленур Азизович, как за последние годы изменилась система отправки наших паломников в хадж и какова действующая квота для Республики Крым? Действительно, данное направление тоже уже имеет свою положительную динамику, и мы видимо, становимся очевидцами того, что с каждым годом квота растет. Буквально в этом году мы проводили совместное мероприятие. Комитет оказывает взаимодействие в решении данного вопроса с Центральным управлением духовным мусульман Крыма, оказывает методическую и вообще именно координационную такую работу в налаживании между структурами МВД, Минздравом, с паломниками, оформление документов, загранпаспортов, получение необходимых вакцинаций, организация самого паломничества. Поэтому мы видим, что уже
Если это было с первых лет, когда мы только вступили в состав Российской Федерации, это было порядка 150 человек. На сегодняшний день мы уже говорим о том, что это порядка 600 человек, которые по итогам 2018 года. Поэтому это очень важно для крымских мусульман, поскольку первоначально тоже по этому поводу очень много говорится о том, что мусульмане не смогут теперь или будут принижены в своих религиозных чувствах и не смогут реализовывать свои права. А наоборот, мы сегодня видим, что, будучи Россия является очень большой многонациональной семьей, и ислам, и исламская религия в России занимает одно из тоже больших мест. И сегодня мы видим, как реально правительство помогает, и абсолютно крымские мусульмане в единой семье всех мусульман Крыма также имеют возможность посещать святые места. Как известно, 2019 год объявлен Организацией Объединенных Наций Международным днем языков коренных народов мира. В связи с этим, какие мероприятия, какие меры будут реализованы в 2019 году, и как вы в целом можете охарактеризовать те мероприятия, ту систему действий, которые реализует Госкомнац по отношению к сохранению и развитию крымско-татарского языка? Я был тоже одним из участников того плана мероприятий, когда только формировался в городе Москве план мероприятий на 2019 год, и возглавил его Игорь Вячеславович Баринов, это руководитель нашего ФАДН, да, и действительно там очень и грамотно, и максимально содержательные мероприятия были, в том числе и в Республике Крым предусмотрено 2 мероприятия проведения в 2019 году. Конечно же, это очень важное и необходимое мероприятие, поскольку действительно есть народы, которые сегодня и на территории Российской Федерации с малочисленным населением, и которым очень важно, чтобы правительство уделяло максимальное внимание. Мы же, что касается своей части, точно так же, я уже об этом говорил, те народы, которые у нас проживают, мы также максимально уделяем внимание в издательстве, в развитии традиций, культуры, а также сохранении языков. Поэтому сегодня готовы на экспертном даже уровне проводить, мы уже запланировали вот себе на 2019 год проведение таких, можно будет сказать, экспертных таких совещаний, круглых столов по глубокому изучению и необходимости комплексу мероприятий, чтобы это было не разовое какое-то мероприятие для провести там дни культуры какого-то народа, а именно, допустим, чтобы с научным подходом это было, и в итоге, чтобы, естественно, проходили традиционные мероприятия, которые необходимо будет поддерживать этих народов. Под контролем Госкомнатса находится вопрос предоставления упрощенной процедуры получения вида на жительство гражданами из числа реабилитированных народов. По последним данным, как решается этот вопрос? Да, спасибо, что вы затронули этот вопрос. Действительно, и это направление уже на сегодня очень актуально, и спасибо нашему депутату Государственной Думы Руслану Семеновичу Бальбеку, который в 2017 году стал инициатором вообще решения этого вопроса, что позволило в итоге в апреле принять изменения в федеральный закон, которые позволяют уже на сегодняшний день реабилитированным гражданам, а также им родственникам, вновь прибывшим на территорию республики, получать в упрощенном порядке вид на жительство. Но, конечно же, не осталось без внимания та проблематика, которая у нас за этот период были у нас граждане, которые по тем или иным причинам не получили вовремя, переходя сдавая в украинский период документы, потом все это утратили, по тем или иным причинам остались невыездными, то есть с нарушением сроков пребывания. Однако и правительство максимально делает ту работу, которая необходима, и граждане должны понимать о том, что этот вопрос стоит на самом высоком контроле, и граждане в любом случае все останутся с разрешенными этим вопросом. Так вот, на сегодняшний день, если говорить по этому вопросу, то нами уже системно тоже были проработаны вопросы, и в декабре 2017 года, после совместного нашего совещания, мы провели с нашими муниципальными образованиями максимально сверку по тем гражданам, которые в каждом есть с данной проблематикой, в каждом муниципальном округе, были направлены все эти материалы в МВД по Республике Крым, отдел миграции. На сегодняшний день, в ноябре месяце, мы проводили совместное совещание с нашими коллегами из МВД по России и Республике Крым, и, значит, с членами с нашими специалистами МВД были выезды
в ряд наших муниципалитетов, где непосредственно руководители МВД по миграции знакомились с той работой, которую мы планово проводим по именно составлению и содержанию наших реестров по категории этим граждан. Должен отметить, что это очень тонкий вопрос и очень необходим, поскольку в этой части хотел поблагодарить всех наших коллег на местах, конечно же, которые очень трепетно и профессионально относятся к этому вопросу, дабы каждый человек, чтобы не получил дополнительно какие-то меры или санкции по выдворению, или же, значит, по получению штрафа. Поэтому здесь тоже как бы налажена система оповещения, и мы друг другу взаимодействуем. И что хотелось бы отметить, по итогам нашего совещания мы выявили, что все-таки действительно те около 1500 человек, которые мы с 2017 года ведем, представители МВД нам уже отчитали, что больше половины уже из этих граждан все-таки начали документировать вид на жительство или гражданство Российской Федерации. И по итогам у нас осталось 848 человек, которые нами уже 15 ноября были направлены в Главное управление по миграции МВД по России для дальнейшего разрешения. И нами были и с коллегами уже обсуждены, что мы думаем, что в ближайшее время мы наконец-то развяжем эту уже проблематику, и наши граждане, уже те, которые попали в эту сложную ситуацию, наконец-то вздохнут. Ленур Азизович, стратегия госнацполитики является одним из ключевых документов, которые регулируют межнациональные отношения у нас в стране. Какие изменения планируются к внесению в этот документ в 2019 году и на каких основах строится межнациональное согласие в России? Да, безусловно, один из главных документов и вообще один из, наверное, приоритетных, важнейших направлений, которые мы должны развивать и в котором должны двигаться совместно. Конечно же, этой стратегии определены наши цели, основные координация, наша основная, те направления, по которым мы должны усиливать работу. Безусловно, учитывая то, что эта стратегия была в 2012 году принята, в декабре 2012 года, сегодня, на сегодняшний день мы имеем, я думаю, такую, сказать, необходимость или такой вот необходимый анализ провести, поскольку все-таки промежуточный период, который уже прошел, он дает возможность проанализировать действительность с учетом того, насколько сегодня развивается общество, насколько сегодня развивается государство в целом, да, какие угрозы. А мы угрозы видим периодически, которые возникают перед нашим государством, в том числе перед республикой, извне. С учетом этого мы должны понимать, что, конечно же, это не догма, да, и это не Коран, который был написан однажды и всегда. Мы должны всегда понимать о том, что с учетом всех изменений, которые сегодня на геополитическом уровне, которые проходят или внутри страны, мы четко должны понимать, отвечает ли на сегодняшний день эта стратегия всем этим вызовам. И, конечно же, мы понимаем, что не может быть инструкции, которая будет полностью закрывать все эти направления. Но в то же время сегодня такая необходимость назрела, и мы это четко понимаем о том, чтобы все-таки ключевые моменты, которые стоят сегодня перед нами, они все-таки были отражены в этих изменениях, да и в дальнейшем, которые позволят все-таки наибольшим образом совершенствоваться. Огромную роль в деле сохранения межнационального мира и согласия в Крыму играет национально-культурные автономии. Вы их уже выше упоминали, но давайте более конкретно скажем, как вы охарактеризуете их эффективность деятельности в 2018 году, с каким результатом они завершили 2018 год? Учитывая того, что у нас по итогам этого года очень насыщенные и большие были программные мероприятия, более 200 мероприятий мы совместно провели с национально-культурными нашими автономиями. Очень важно, что вот сейчас на всех наших площадках максимально задействованы национально-культурные автономии. На сегодняшний день каждый из них имеет возможность участвовать в развитии как в республике, как в работе государственных и муниципальных органов власти. И на сегодняшний день каждая национально-культурная автономия при реализации своих всех мероприятий, конечно же, ничем не ограничена. Что касается работы, то это очень важно, поскольку сегодня даже мы видим, как успешно развивается народная дипломатия, которая позволяет приглашать нам либо налаживать связи с зарубежными нашими диаспорами. Очень большой интерес проявляют наши зарубежные национально-культурные автономии, которые
слышат только одну информацию или получают только одни новости из своих там источников. И когда сегодня мы уже видим, насколько в этом году было у нас и иностранных делегаций, и людей, которые посещали с различных нас и стран, и республик, видят, насколько действительно по факту положение вещей в республике. И большим удивлением о том, что все очень даже и хорошо развивается. То есть ни один этнос, ни один народ сегодня в республике не ограничен в развитии своем. Более того, мы знаем, что наша Конституция сегодня имеет 3 государственных языка, что тоже говорит о том, что правительство всячески дает возможность развиваться на самом высоком уровне. В 2018 году была создана принципиально новая структура. Это Совет крымско-татарского народа при главе республики. Как Госкомнадс и Совет выстраивают систему взаимоотношений и взаимодействия друг с другом? Действительно, на мой взгляд, что вот создание такого совета коллегиального, который нацелен на то, чтобы мониторить ситуацию в Республике Крым в части, касающейся крымских татар, очень необходим, поскольку это общение с населением, это выезды, которые мы периодически совместно с членами нашего совета осуществляем. Это точно такое же информирование нашего населения, что сегодня делается конкретно для крымских татар, что действительно делается в развитии языка, традиций, культуры. И у нас с нашим советом очень плотный взаимодействие. Мы на постоянной основе собираемся на советах, мы обсуждаем стратегические какие-то вопросы, мы обсуждаем проблемные вопросы, потому что каждый член совета — это по своему роду очень успешный человек в своем направлении. Пусть это будет образование, культура, духовное направление какое-то будет. И поэтому мнение каждого нас очень интересно. Кроме того, у нас существует кадровый резерв, над которым мы точно так же начали работать совместно с Советом, который позволяет нашим молодым специалистам уже сегодня начинать формировать свою карьерную лестницу, начиная с самых азов после окончания высшего учебного заведения, пытать свои силы на определенных, как говорится, направлениях и последовательно выстраивать свою трудовую деятельность. Поскольку мы сегодня четко понимаем, что, и об этом было уже не раз сказано, что все-таки республика, конечно, испытывает кадровый голод, но именно кадры должны мы готовить сами. И именно патриотические кадры, которые сегодня понимают, что обучаясь в тех или иных вузах нашей большой страны, каждый патриотически понимает, что он нужен республике, он должен сегодня максимально приносить пользу и быть полезным в своей республике. И это вы считаете главным преимуществом формирования кадрового резерва в Республике Крым? Одним из... Ильнур Азизович, в апреле 2018 года у нас в Крыму прошел форум мусульманских журналистов. Да и в целом, как вы уже выше подчеркнули, иностранные делегации не обходят вниманием наш, казалось бы, санкционный полуостров. С какими впечатлениями уезжают иностранные делегации? Что их больше всего удивляет в нашей республике? Действительно, очень важное и необходимое мероприятие, которое вы отметили, проходило у нас в республике, в городе Ялта. Это было очень интересная международная площадка, которая позволила, конечно же, экспертам, журналистам мусульманских стран мира приехать и посетить многим даже впервые вообще побывать в Республике Крым, то есть это уже в новом российском Крыму, поскольку предыдущие разы они только были или слышали, что такая республика есть, и, конечно же, понимали, что многие из них, которые общались на этом мероприятии с нами, просто были удивлены или вообще с первых дней или там с первых минут прилета своего в аэропорту, побывав, понимали, что это земля, где мир, процветание республики, где она очень успешно развивается и где Россия максимально выстраивает межнациональные, межконфессиональные вообще правильные отношения. Что хотелось бы отметить? Конечно же, только самый такой скептик, наверное, который никто ни во что не верит, говорит нам потом постоянно, зачем эти нужны мероприятия, они все равно не помогают пробить окно и уйти от этих санкций, они только больше увеличиваются. Я бы, конечно, с этим никогда не соглашусь, и это очень правильное направление, необходимое. Работу в этом направлении нужно даже усиливать, поскольку чем больше делегаций приезжает по крупицам, тем больше миру становится понятно о том, что мы открыты, к нам можно приезжать, мы готовы как и к деловым
нашим мероприятиям, а также и политически развиваться, и вообще делиться опытом с другими странами. И, конечно же, с большим воодушевлением, потому что была очень насыщенная программа. Мы позволили всем участникам этого мероприятия и гостям нашей республики максимально посетить очень важные для крымско-татарского народа и вообще для мусульман святыни в республике. Мы показали им культуру, наследие крымских татар, раскрыли им очень важные вехи в истории, то, как идет в том числе строительство мечети первой, которой вообще в истории не было, в Крыму. Вот такая очень важное мероприятие. Кроме того, они воочию столкнулись и с культурой, и с традициями, конечно же, с предметом спекуляции, которого был наш ханский сарай, ханский дворец, который постоянно говорили о том, что он идет на уничтожение, что там проводят неправильные все эти реставрационные работы. Однако же нет. Они видели, кто проводит сегодня работу в этом направлении, кто реставрирует, максимально показали развитие в этом направлении. Поэтому это опять подчеркнуло то, что люди воочию просто сами увидели, и потом уже после проведения этих мероприятий мы видели, насколько они ярко и содержательно показывали свой визит в нашу республику. В 2018 году впервые с 2014 года большая делегация, которая представляла Республику Крым, приняла участие в Днях крымско-татарской культуры в Турции. Каким был основной посыл с нашей стороны и каково значение подобных площадок для обмена правдивой информацией касательно нашей республики? Да, действительно, данное мероприятие также было очень важным для нас. Это, конечно же, как своего рода такой тоже прорыв. И я должен, в первую очередь, конечно, поблагодарить всем, что такой проект состоялся, что наши культурные деятели, творческие деятели, все те, кто принял участие в этом мероприятии, посвященном Дням культуры крымских татар в Анкаре, успешно прошел. Самое главное, что, конечно же, стояло перед этим, что максимально турецкой стороне, жителям Турции, было показано то, насколько действительно на сегодняшний день ярко, успешно развивается крымско-татарский народ в Крыму, что никаким образом он не ущемлен ни в чем, ни в религии, ни в культуре, ни в изучении языка. Очень наглядно и практически каждый участник этого мероприятия, член нашей делегации, участвующий в своем направлении, то ли это будет издательское направление, это пошив костюмов, либо это языковая какая-то часть, строительная, максимально раскрыли каждое свое направление. И это опять же подчеркивает то, насколько есть возможность нам показать фактическое положение вещей в республике. Ильнур Азизович, что Госкомнац считает своим главным достижением за 2018 год и какие приоритетные задачи вы выстраиваете на 2019 год? Да, в 2018 году стояло очень большие и амбициозные задачи перед комитетом, которые мы планово реализовываем и успешно подходим, как говорится, к концу решения этих вопросов. В этой части, конечно же, бы очень хотел поблагодарить руководителей своих структурных подразделений, поблагодарить работников нашего комитета, наших специалистов и руководителей на местах муниципальных образований, которые комплексно и системно подходят к решению всех этих вопросов, которые сегодня ставит нам глава республики и которые необходимо обязательно выполнять в рамках реализации нашей стратегии госнацполитики. Конечно же, хотелось бы отметить, что сохранение межнационального, межконфессионального согласия в Республике Крым – одно из главных и приоритетных наших направлений. Так вот, сохранение, комплексное решение этих всех вопросов, конечно же, является самым главным, к чему стремится наш комитет. Поэтому по итогам этого года, да и вообще планируя наш следующий рабочий период, мы максимально нацелены на то, чтобы все те места компактного проживания, все те задачи, которые стоят по реализации и обустройству этих мест, в итоге, конечно же, были реализованы в полном объеме. И, конечно же, самой главной задачей, которая стоит перед комитетом и вообще, что выполняет комитет, является то, чтобы каждый крымчанин, вне зависимости от национальности и вероисповедания, всегда знал, что есть наш комитет, в котором можно получить максимум поддержки. И мы стремимся помогать всем гражданам нашей республики на всех площадках,
в развитии и в получении всех тех необходимых благ, которые сегодня успешно реализует правительство Республики Крым. Спасибо вам, Ленур Азизович, за такой большой открытый разговор.